Екатерина Семенчук, Елена Стихина, Вероника Джиоева, Владислав Сулимский, Василий Ладюк, Дмитрий Корчак, Оскар Абдразаков. Громкими именами звезд российской оперной сцены, солистов, ведущих мировых театральных площадок пестрят афиши концертных программ, грандиозных музыкальных праздников Ильдара Абдразакова, заслуженного артиста России, народного артиста Башкортостана, Татарстана, двукратного обладателя премии Грэмми, эксклюзивного артиста Deutsche Grammophon. Впрочем, всех регалий и званий не перечесть. Так вот, фестивальное движение, инициированное знаменитым оперным исполнителем с мировым именем, так называемый Абдразаков Фест, за 4 года переросший в грандиозный марафон по большим и малым городам нашей страны, в том числе и отдаленным, это Астрахань, Новосибирск, Томск, Тюмень, Тобольск, как правило, триумфально завершается в Москве, в столичном концертном зале «Зарядье». Но начинается он всегда в Уфе, на сцене Башкирского государственного театра оперы и балета. Но прежде чем рассказать о 4-м по счету музыкальном фестивале Ильдара Абдразакова, сделаем небольшой экскурс назад, в весну 2018 года, и напомним телезрителям и всем поклонникам оперного искусства, как проходил на родине самого титулованного баса нашего времени первый музыкальный праздник его имени. Спасибо. Для нас большая честь, что вы сегодня у нас в Казахстане и в качестве, не только в качестве ведущего, но и в качестве нашего друга. Спасибо большое. Это были 3 незабываемых дня в башкирской столице с разнообразнейшей концертной программой от мировой оперной классики, неаполитанских народных песен, латиноамериканских мотивов с произведениями современных авторов и музыки к кино. Уфимцы полюбили виолончелиста Борислава Струлева, баяниста Айдара Гайнуллина, солиста Мариинского театра Сергея Скороходова, также познакомились с молодыми звездами Международной академии музыки Елены Образцовой. За дирижерским пультом фестивальные дни сменяли друг друга Раушан Якупов и Спиранца Скапуччи. Сегодня в зале человек, который мне очень дорог, который сделал из меня то, что сегодня вы видите. Она сегодня в зале. Иша Галеева. Спасибо. Первый фестиваль Ильдара Абдразакова был посвящен тогда 20-летию творческой деятельности певца, и символами музыкального праздника стали люди, чьи имена явились знаковыми в его сценической карьере. Это прежде всего педагоги, старшие наставники. Милеша Галеевна Муртазина в Уфимском государственном институте искусств, Ирина Константиновна Архипова, под чьим покровительством проходили всесоюзные и всероссийские состязания молодых оперных исполнителей, в том числе телевизионный конкурс «Большой приз Москвы», принесший в 1997 году победу молодому Абдразакову. Среди вершивших творческую судьбу артиста была и Елена Васильевна Образцова. Кстати, международный конкурс Елены Образцовой когда-то принес ему гран-при. Года спустя, дело было в 2015-м, Елена Васильевна доверила Ильдару Абдразакову место художественного руководителя в своей академии музыки. И всегда значима роль, опыт, мудрость еще одного старшего наставника – Валерия Абиссаловича Гергиева, одного из выдающихся дирижеров мира, художественного руководителя и директора Мариинского театра, солистом которого более 2 десятилетий остается Ильдар Абдразаков.
Да, уфимская публика полюбила музыкальные праздники своего прославленного земляка, зорко следя по весне за афишами и анонсами нового фестиваля. А с учетом случившегося в 2020 году локдауна, эти долгожданные торжества высокого духа великого искусства Большой оперы прошли по-особому душевно, трогательно, с чувством единения. Четвертый международный музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова, посвященный вокальному педагогу, заслуженному деятелю искусств РСФСР, почетному гражданину города Уфа Миляуше Галеевне Муртазиной, открылся гала-концертом с участием оперных звезд, ведущих солистов столичных театров и, конечно же, воспитанников знаменитого профессора, артистов Башкирского театра оперы и балета, ветеранов сцены. Сие грандиозное музыкальное приношение благодарного ученика своему учителю в день ее именин и для уфимской публики явилось знаменательным событием, великолепным праздником. Мы уже 4-й этот сезон посещаем. Очень нам нравится. Большое спасибо видеть мировых звезд на нашей сцене. Очень приятно. В восторге. Нам повезло, что они наши земляки, правда же? Да, нам очень повезло. Мы их видим намного чаще. Люди, наверное, едут в Вену куда-то, в Америку, может, в Италию, чтобы на них посмотреть. А они к нам приезжают и запросто дарят нам такие чудесные моменты жизни. Эмоции захлестывают. Ну, это потрясающе. Понимаете, это просто потрясающе. Мы хотели бы добавить, что вот только сейчас мы говорили об этом. Вечер чудный. Вообще большое спасибо, что идет новое поколение таких певцов, которые хотят себя отдавать. И от этого получают огромное удовольствие и они, и мы тоже. Большое спасибо. Знаменитый профессор Уфимского государственного института искусств имени Загира Исмагилова воспитала яркую плеяду выдающихся исполнителей, среди которых незабвенный Ильфак Смаков, Радик Гореев, Салават Аскаров. Одной из первых учениц была Наджия Аллаярова, сама основатель своей музыкальной династии. Среди муртазинцев ветераны башкирской оперной сцены Хамид Ишболдин, Раиль Кучуков, Владимир Белов. Да, возможности муртазинской вокальной школы безграничны. Это и Идрис Газиев, и Аскар Абдразаков, Ильдар Абдразаков. А еще Владимир Копытов, Альфия Каримова, Алим Каюмов, Идель Аралбаев, Диляра Идрисова. Открыл парад выступлений учеников вокальной школы прославленного педагога Раиль Кучуков, царь Риголетто из одноименной оперы Джузеппе Верди. Теперь он уже ветеран башкирской сцены, служит в родном театре с 1978 года. В репертуаре Кучукова более 90 оперных партий. Заслуженный артист России, народный артист Башкортостана, также исполняет сочинения современных авторов, являясь одним из ярких популяризаторов новейшей музыки башкирских композиторов.
Амировичу огромное спасибо, что он сделал для нас такой подарок. Я вообще в восторге. Я так волнуюсь. У меня первым номером пел мой супруг Раиль Кучуков. Поэтому я вдвойне волнуюсь. Но прекрасный вечер. Дай Бог Миля Шагалина еще долгих лет жизни. Я ее очень люблю, уважаю. А Вальфия Каримова, одна из концертмейстер, говорила, шелестящий голос. Я даже не могла понять, что это значит шелестящий. Но, очевидно, имела в виду камерный. Но Альфия, да, голосок-то легкий, а характер тигриный, я бы сказала. Она же вырастила свой голос до оперного звучания, и она гастролировала как оперная певица во многих городах мира и России. И сейчас она тоже параллельно преподает и хорошо преподает.
что особенный, это знаменательный день, в том числе в вашей творческой жизни. 95-летие, на самом деле даже 96-летие выдающегося педагога, вашего учителя с большой буквы. Ваши пожелания Милоше Галеевне, ну и всем вашим коллегам, которые вышли из-под ее крыла. Сегодня праздник. Сегодня праздник для нас, сегодня праздник для зрителя. И то, что он совпал с тем, что я 1,5 года не была, и вот наконец-то я прилетела, сами понимаете, в связи с пандемией. Вот. И сегодня для меня было просто откровение. Я получила такое наслаждение от музыки, от качества, от вообще энергетики потрясающей. Милоше Галеевне, конечно, здоровье. Конечно, Милоше Галеевна, мы вас очень любим, очень уважаем. И это так классно, что вы являетесь тем связующим звеном между нами, одноклассниками, и что мы вот каждую 5-летку встречаемся в таком составе, в полном составе. Я безумно счастлива, безумно рада. Главное, она воспитала в вас какую-то дружбу и сплоченность. Вы вместе, вы всегда практически вместе. Мы всегда вместе, это правда. Это правда, и даже вот вспоминая какие-то маленькие чаепития, потом частенько она готовила и накрывала что-то вкусненькое дома. Это тоже очень приятно и очень сплачивает, конечно. Вот. И да, мы вместе.
Василий, мы вас поздравляем с нашим башкирским общенациональным праздником, Днем национального триумфа. Это день гордости за наш народ, и за российский народ тоже вместе. Сегодня мы чествуем педагогов, выдающихся. Кто был ваш педагог? Вы вспоминали сегодня вечером своего педагога? Безусловно, для каждого из нас очень важно, чтобы в жизни был действительно педагог. И на моей жизни, на моей творческой карьере таких человек два. Одного, к сожалению, уже нет в живых. Это народный артист СССР Виктор Сергеевич Попов, которого, я думаю, что знает вся страна. Это детский хор радио, это хоровое училище Свешникова, это Академия искусства имени Свешникова, имени Попова, который сейчас его носит имя. Вот. И тот человек, который, собственно, сделал из меня оперного певца, это профессор Дмитрий Юрьевич Вдовин, который возглавляет молодежную программу Большого театра в нынешний момент. И они всегда рядом со мной. Один духовно, а один рядом со мной каждый день и за спиной, и в зале, и в классе, и добрые слова, и хорошие слова, и не очень хорошие слова для того, чтобы взбодрить. Все это должно быть, но я им безумно благодарен, конечно, все со мной. Ваше нечастое появление в Уфимском театре, в театре оперы и балета, все-таки в основном были связаны с благотворительными вечерами, концертами, а теперь участие в проекте международном фестивале Ильдара Абдразакова – это большой стимул. Мне кажется, вы полюбили наш театр. Ну, ни для кого не секрет, что в Уфе один из самых красивых театров, которые представляют наши республики, да, там и Казань, и Уфа, да, там в Перми тоже театр, но это один из самых красивейших, на мой взгляд, да. И, безусловно, я очень люблю уфимскую публику, и я чувствую, когда я выхожу на сцену, как публика любит меня. Мне это придает силы, мне придает это какую-то энергию, и тот трепет, с которым я отношусь к людям в зале, он тоже от меня передается обратно в зал, и такой взаимообмен энергетикой. Феномен Ильдара Абдразакова – это какая-то консолидирующая, сплачивающая сила, в некотором смысле даже руководящая в его-то юные годы. Этот феномен называется «Любовь к опере» и «Большая дружба». Он умеет сплачивать всех на сцене, притом и в разных жанрах играющих исполнителей. Безусловно. Но я говорю, феномен – это огромная любовь к оперному искусству и огромная любовь и уважение к певцам. И, что самое главное, это любовь и дружба человеческая. Очень хороший голос, потрясающая совершенно музыкальная память, потрясающая. Но сказать, что я все сделала с Идрисовой, я не могу. У нее еще резерв, который еще не полностью раскрыт. Она заняла мировой уровень как барочная певица. Но в перспективе она должна быть крепкой, хорошей оперной певицей, которая будет развиваться и развиваться.
Диляра, вы традиционный участник всех практически проектов Ильдара Абдразакова. И сегодняшний концерт, посвященный 95-летию вашего выдающегося педагога, в том числе и для вас знаменателен, потому что 3 года назад другим приношением Ильдара Абдразакова была книга, созданная вашей мамой. Это творчество – синоним счастья. И поэтому вы, как член семьи, не только Миляуши Галеевны, но уже и Ильдара Абдразакова. Сегодняшний концерт, безусловно, это большое событие и для Уфы, и для Башкортостана, и для меня лично, потому что сегодня день рождения моего профессора Миляуши Галеевны Муртазиной. И это не просто педагог для меня, это для меня действительно вторая мама. То есть моя мама дала мне жизнь, а Миляуша Галеевна, она дала мне профессию, она дала мне надежду быть в музыке и быть в искусстве. Для меня это, безусловно, очень важно. И меня переполняют огромные эмоции сегодня. Я надеюсь, что Миляуша Галеевна посмотрит этот концерт по трансляции и потом скажет нам свои замечания. Второй вопрос, конечно, это Ильдар Абдразаков. Он в некотором смысле тоже ваш старший наставник, потому что вы, как семья, все держитесь вместе, и благодаря проектам Ильдара Абдразакова вы выступаете не только на уфимской сцене, о значении этого человека в вашем творчестве. Ильдар Амирович, хотя он сам просит называть его просто Ильдар, ну как-то, не знаю, иногда могу себе позволить это, но в основном, конечно, по отчеству. Ильдар Амирович – это такой удивительный человек. Это человек, который, несмотря на все высоты, которые он добился, он остается таким теплым человеком, таким чутким. Он с таким вниманием относится к молодому поколению певцов и находит время в своем просто невероятно загруженном расписании, да, и проводит эти мастер-классы, концерты. И то, что он меня привлек в свои фестивали, для меня это просто бесценный подарок и огромная честь. Это уже 4-й год проходит. Мы очень рады всегда этой встрече с такими прекрасными оперными певцами. Спасибо большое. Спасибо большое Ильдару Абдразакову и его друзьям. Для нас Ильдар Абдразаков – это всегда счастье. Иногда приходится с ним общаться по WhatsApp. Он там у себя под Веной, а я здесь. Но всегда его голос внушает большое удовольствие. А сейчас вот уже здесь художественный руководитель Оскар Абдразаков. И это такое большое счастье, что два брата встречаются здесь, в нашем башкирском оперном театре. Дело в том, что если бы их не было, наверное, мы были бы обделены мировыми голосами. Вот и Ладюк вот приехал у нас, прекрасный тенор, которого так пестует и Оскар, и Ильдар Абдразаков. Ну, Диляра сегодня так здорово пела, я в восторге. То есть, что сказать? Полный восторг. И, конечно же, их руководитель получает громадное удовольствие в этом возрасте, достаточно зрелом для того, чтобы сказать: я сделала все, теперь вы добиваетесь сами, и я буду получать удовольствие. Спасибо. Меня очень важно вот эти ваши слова. Великолепно. Как ты даешь нам возможность послушать такие голоса мирового значения, такие голоса каждый раз приводят. Я сам счастлив. А сам ты, это вообще сложно. Вообще такая радость тебя слушать, так тебя видеть, тебя обнять. Спасибо огромное.
было время, когда знатоки вокала, а справа и слева мне говорили, да какой же он бас? Он баритон. В какой-то момент я даже поддалась. И слышу, он становится таким кряжестым баритон. Думаю, ой, надо прислушаться. И постепенно вернулось обаяние его голоса, легкость, свобода. Какие качества я пытаюсь требовать от всех. Петь легко, петь свободно – это непросто. Гораздо проще нажать, прижать. Это легче. Но вот легкость, естественность – это очень трудно дается. И успеха добились те, у которых хватило терпения, у которых хватило понимания этого. Quei dopier presso a finì, l'odore in bianca il mio verò, già spunta il dì. Passar vai quei miei giorni vanti, il sono Deo. Spari dai miei occhi languenti.
di reggere nei cor che Dio possa veder. Oh, seul certo regal, amet esse il poter di reggere nei cor. Che Dio sol può veder. Se dorme il gregge, veglia il traditore, il serto perde il re, il consorte l'onore. Dormiro sol nel manto mio regal, guardo la mia giornata e giornata sera. Dormiro sol sotto la volta nera, dormiro sotto la volta nera, l'annella bella, l'escorial. Seul serpa de gol, amet esse il poter di reggere nei cor. Alla giammai mamma, ma quel cor che usa me, Сегодняшний дар, он грандиозен. Миляуша Галеевна, выдающийся педагог, воспитавший выдающуюся плеяду. И, конечно же, для уфимцев большой подарок, что благодаря этому фестивалю так много гостей видим мы на уфимской сцене. Я очень счастлив, что, несмотря ни на что, несмотря на все трудности сегодняшние и сложности, фестиваль прошел. И так получилось, что сегодняшнее открытие фестиваля попало на дату дня рождения, юбилея нашего любимого педагога Миши Галеевны. Вот это двойной праздник, это для меня просто счастье именно в этот день открыть фестиваль в ее день рождения. И пожелать Мише Галеевне крепкого здоровья. Долголетие в здравии. Только. Il
Елена, мы вас поздравляем с дебютом в нашем городе. Вы в некотором смысле наша землячка, как я понимаю, тоже с Урала. Да. Ваше впечатление об этом городе, театре, ну и, конечно же, фестивале? Ой, впечатление непередаваемое, потому что публика очень теплая, очень благодарная, и все слушают с открытым сердцем, поэтому это просто непередаваемые на самом деле эмоции. Очень приятный город, такой спокойный, с размеренным таким ритмом жизни. Сразу успокаиваешься. Мне очень нравится здесь. Ну и, конечно же, главный повод – это 95-летие выдающегося педагога вокального, воспитавшего плеяду не только башкирских исполнителей, но и звезд мирового уровня. Вы об этом человеке сегодня на этом концерте узнаете больше и больше. Вообще, такому человеку, который воспитал просто плеяду выдающихся певцов, нужно кланяться в ноги и каждый день благодарить, потому что этот человек встретился на пути. Педагог – это один из важнейших факторов формирования оперного певца и вообще любого человека, потому что наставник, ментор или человек, который может подсказать, дать совет, а также выстроить правильный репертуар, показать технику пения. Это очень ценно и очень важно. И, к сожалению, не так часто встречается, как хотелось бы. Поэтому все педагоги на вес золота. И это очень ценно. Елена, прошедший год, да, он был сложен для всего искусства, но по сравнению, я, конечно, только по нашим телеканалам, по нашим телепрограммам, российским имеется в виду, сравниваю. Мне кажется, что российским исполнителям, в том числе оперным, больше повезло. На Западе театры не все работают в полную силу, а у наших исполнителей, в том числе у вас и у Ильдара, появилось больше возможностей поработать у себя на родине, поучаствовать в больших проектах о себе, ну и, конечно же, ваше наблюдение за вашими коллегами. Да, если бы не пандемия, может быть, бы я доехала в Уфу через год, а может быть, через 2, а может быть, еще гораздо позже, потому что в это время я должна была быть совершенно в другом месте. И я благодарна этому году за то, что можно было провести время с семьей, поработать больше дома, освоить новые партии, новый репертуар. И вообще, конечно, открылись новые перспективы. Так что ищем плюсы во всем происходящем и верим в светлое будущее. Ну и, конечно же, долгих лет жизни и здравия, долголетия здравия уже и вашему педагогу там, в вашем родном городе. Спасибо, Елена. Благодарю вас. Спасибо большое. Гордость за наших земляков, за нашу оперную школу. И у меня такое впечатление, что они сами даже больше волнуются, чем приезжие гости. Наверное, это волнительно выступать на родной сцене перед родным педагогом. Но, тем не менее, полный восторг, преклонение. Мы рады, что есть возможность такие концерты слушать в Уфе у нас. Еще один технический вопрос. Как подбираются участники фестиваля? Очередь стоит ехать в Уфу или заранее обговаривают? Вы не поверите, очередь огромная стоит, и не только в Уфу приехать, но и попасть именно на фестиваль. И приходится выбирать лучших, кто сегодня есть. А вы смотрите, сегодня блистали звезды нашей страны, звезды, те, которые представляют нашу родину сегодня во всех крупных театрах мира. Поэтому мне кажется, это здорово, что сегодня они оказались здесь, в Уфе, на этой прекрасной сцене. L'ombre delle ali
от имени уфимской публики хочу выразить просто свое счастье видеть вас снова на этой сцене, в этом театре, в котором вы побывали в сентябре 2018 года на Международном фестивале оперного искусства имени Шаляпина. Шаляпинские вечера в Уфе. Ваше возвращение снова триумфальное, потому что по стране идет марафон, оперный марафон Абдразаков Фест, и вы его участник. Ну, это большая честь принимать участие в фестивале. Спасибо Ильдару за это приглашение. И к тому же оно не просто как фестивальное участие, это еще праздник в честь педагога великого, да? То есть это двойная честь слушать ее учеников и понимать, какой она великий педагог. Вот. И, естественно, возвращение в этот театр для меня это... Я давно хотел опять вернуться сюда, испечь что-нибудь новое. Но как-то все не получалось. Сейчас пандемия внесла свои коррективы. И я думаю, что сейчас больше времени будем уделять, наверное, дома все-таки. Ну, атмосфера шикарная. Народ в зале просто любуется всеми. На сцене дарит свою энергию. Замечательный вечер. Владислав, в лице Лёши Галеевны ваши пожелания всем педагогам, оперных исполнителей, вашему педагогу, всем, кто здравствует, кто будет еще долгие лета, всем. Мои пожелания, так как я сам начинаю немножко педагогическую деятельность, я понимаю душой и сердцем, что без отдачи искренней ученику своей энергии, своей эмоции, свое понимание всего, что ты знаешь сам, невозможно. И хочется пожелать, кроме этой отдачи искренней, все-таки беречь себя еще в наше время особенно. У меня очень много знакомых, педагогов переболело этой болячкой, будь она неладна. И хотелось бы просто, чтобы они берегли себя все, и взрослые, и помоложе, и пожилые, и молодые. И всегда были на положительных эмоциях, всегда. Это самое главное в наше время. Долголетие им в здравии. Абсолютно долголетие. И следить за своим здоровьем – это самое главное в наше время. Сверкающий искрами черных очей, как на небе звезды осенних ночей, все страстное негревно полно, не все опьяняет, не все опьяняет и жжет, как вино. Говорят же, искусство требует жертв. Вот уж кто оправдал эту поговорку. Он работал в хорошем месте, высокооплачиваемый, уважаемый. И когда понял, что у него есть голос, он же все это бросил, сменив на студенческую стипендию. Вот, не пожалел. Востребован, поет, доволен. Он знает очень хорошо свою нишу и продолжает расти. Как на небе звезды осенних ночей, со страстною негревно полно, не все опьяняет, не все опьяняет.
Это, конечно, великолепнейший праздник. Это просто такой подарок городу и республике, потому что шикарнейшие голоса, прекраснейшие номера, качественные голоса, тембры, техника оставляет только восхищаться. И с лету птицу не сбивают. Возьми моих. Оскар очень был хорошим учеником. Умел учиться. Не зря же говорят, научить никого невозможно. Можно только научиться. Он умел учиться. Он, безусловно, талантливый человек. Окончил, во-первых, он на 5 с плюсом, блестящий совершенно. Потом аспирантуру проходил у Ирины Константиновны Архиповой. От нее есть благодарственное письмо. Вся с дружиной в плен мне отдана подруги, а у меня ты гость, тебе почет у нас, как хану, все народ твоим услугам, сын с тобой, дружина тоже, ты как нам, все живешь, ты тоже так, как я. Он настолько себя показал одаренным. У него же победа за победой была. Победа за победой. И в Союзе, и за рубежом. И на Гленкинском сложнейшем конкурсе, и зарубежных конкурсах. Нет, нет, друг, нет, князь, ты здесь не пленник мой, ты ведь гость у меня, дорогой. Знай, друг, верь мне, ты, князь, мне полюбился за отвагу твою, да за удаль мою. Я уважаю тебя, князь, ты люб мне был всегда, знай. Да, я не враг тебе здесь, а хозяин я твой, ты мне гость дорогой, так поведай же мне, чем же худо тебе, ты скажи мне. Можно судить о прошедших его главных партий и Ваттила, и в Дон Кихоте. Отзывы очень хорошие. Заветный меч дедов, немало вражьей крови. Мечом я этим пролил, не раз в боях кровавых, ужас смерти сеял
подвластна. Я грозой для всех был всегда. А храбр я смел, страха я не знаю. Все боятся меня, все трепещет кругом, но ты меня не боялся, пощады не просил, князь. Ах, не врагом быть твоим, а союзником верным, а другом надежным, а братом твоим мне хотелось быть. Хочешь ты пленницу с моря дальнего, чагу невольницу из-за Каспия? Если хочешь, скажи только слово мне, я тебе подарю. У меня есть красавицы чудные, косы, как змеи, на плечи спускаются, очи черные, влагой подернуты, нежно и страстно глядят из-под темных бровей. Что ж молчишь ты? Если хочешь любую из них Всего 1,5 недели, а 2 грандиозных дара получила выдающийся педагог современности Милюша Муртазина. Напомним, это первый дар. Премьера оперы Масне «Дон Кихот». И сегодняшний праздник уже другой Абдразаков дарит городу. Конечно же, не без участия старшего Абдразакова и своего выдающегося тоже коллектива, дружного, сплоченного коллектива учеников Милюши Галеевны. Да, столько всего, столько эмоций, когда спектакль был уже выдан публике, да, это было такое, знаете, сердечный порыв к Милюше Галеевне. Конечно же, это было превосходство, да. Сегодня это праздник, сегодня ее день рождения, 95-летие, и поэтому хочется, конечно же, от всей души поздравить Милюшу Галеевну с этим прекрасным праздником, прекрасным концертом ее учеников и гостей. Весь зал просто ликовал от счастья и душою, и сердцем. Оно выражается, конечно же, выходом, как педагог говорит, выходом на сцену. И сегодняшний такой вот кульминационный момент, когда мы выходили, кланялись и поздравляли Милюшу Галеевну именно в микрофон, по телефону, и она это слышала прекрасно. Поэтому, Милюша Галеевна, любимая наша, живите долго, счастливо, с днем рождения. Еще один момент, да. Оскар Амирович. Публика восхищенно рассказывала о том, что благодаря активности двух братьев Абдразаковых мы можем, в том числе звезд первой величины российской, видеть у нас в Уфе. То есть Уфимский театр становится значимым местом в культурной жизни России. Мы сердце Евразии. В нашей республике много интересных творческих людей, которые приходят в наш театр, создают. Конечно же, это праздник. И, конечно, вот сегодня, когда мы выходили на эту сцену, мы, конечно, внутри себя волновались, безусловно, потому что мы знаем, что сидит наш великий педагог и слушает нас. Потом, очевидно, скажет свои какие-то, наверное, замечания, да, пожелания. Вот. Поэтому, конечно, это большой трепет и огромное волнение. И, конечно же, знаете, огромное... Ты чувствуешь силу, вот ее силу. Потому что это, когда педагог тебе о чем-то рассказывает, и когда он тебя направляет, это такая мощная энергетика. Вот важно эту энергетику поймать и вынести это на сцену. И вот мне кажется, что с годами она как
как раз-таки она приумножается, что называется. Сегодня ваши коллеги, в том числе с Мариинского театра, они, наблюдая за этим праздником, вспоминали в том числе о своих педагогах. Елена Стихина вспоминала тот уральский городок, она наша землячка почти что, своего педагога. Владислав Сулимский пожелал здравия и долголетия своему педагогу. То есть вот этот сегодняшний праздник, он станет, быть может, примером для многих российских исполнителей. Призовите своих коллег, вспомните о своих Да, вы знаете, дорогие коллеги, я хочу провозгласить, чтобы мы не были равнодушны к нашим педагогам. Нужно продолжать историю вокальной музыки, историю того класса, где ты учился, где ты получил образование. И поэтому очень важно вот это зерно, которое в тебе есть, его взращивать, передавать, конечно, своим ученикам, но не забывать о том, кто тебя выучил. Это очень важно. Сегодняшний праздник – это пример для многих исполнителей. И мне кажется, может, мы, конечно, не знаем, что пример Миляуши Галеевны, он на сегодняшний день самый яркий на российской сцене, именно в оперном искусстве. Или мы, может, всего не знаем? Я считаю, что это один из ярчайших концертов нынешнего года, и он еще будет и будет, потому что юбилей Миши Галеевны на этом не закончился. Мы еще продолжим наше выступление, мы еще посвятим ей и камерную музыку, поэтому очень важно, чтобы в течение всего года мы вспоминали наших любимых педагогов, не только Мишу Галеевну, но и наших педагогов, у которых учились другие мои коллеги. Поэтому, конечно же, это очень важно. Хорошие подарки она получила. 1,5 недели назад вы стали заслуженным артистом России. Несколько месяцев назад стал Ильдар заслуженным артистом России. Ну и, конечно же, Идрис Газиеву должны вручить орден дружбы. Лаберса, вот мы все надеемся, что нынешний период, он так ознаменован для всех, для нас, особенно май, как вы сказали, он действительно был очень богат на празднества, на награды. Вот такое ощущение, что Всевышний повернулся к нам лицом и сказал, что это заслуживаете. Очевидно, я бы сказал так, что награды, они действительно заслужены. Поэтому я поздравляю всех тех людей, поздравляю Ильдара, поздравляю Идриса Газиева с такими прекрасными званиями. Идрис Газиев. Он у меня учился 9 лет, 4 года в училище, 5 лет в институте. Я думаю, он не обидится, если я скажу, что определение фониатора было такое, что петь ему нечем. Он оказался таким талантливым, таким упорным. И ведь оканчивал институт. Он же пел академическую программу по совету Натальи Дмитриевны Шпиллер. Она была председателем госэкзаменов и пел хорошо. Ее отзыв у меня в архиве хранится. Очень была довольна его пением. И вот он себя сейчас оправдывает и как певец, и как педагог.
Когда я услышал ее с экрана, как все это начиналось. И вот сейчас выходи и доказывай, да, что это неправда было, да, что это надо действительно вырос. Самое главное, то, что она рядом с нами. Вот это радует. И всегда, когда есть родители рядом, когда есть вот педагог, да, ты себя чувствуешь, да, ребенком, учеником. Вот Миляуша Галиевна рядом, здесь, вот через экран она смотрит на нас, да, мы общаемся по телефону, но мы чувствуем всегда ее присутствие, ее требовательное отношение к нам, ее доброту, ее искренность. И мы не можем по-другому, мы должны петь хорошо. Это был духовный подарок, а был еще материальный подарок. Озвучим, наверное, я имею в виду орден дружбы. Да, я об этом не подумал. Действительно, это подарок, да, это наш общий подарок. Потому что это итог, да, вот какой-то вот определенного периода за многолетнюю творческую деятельность. Конечно, а это творчество непосредственно связано с Милаушей Галиевной. Так что, Милауша Галиевна, это наш орден. А зрителю понравился духовный дар. Это выдающаяся песня, любимая песня, исполненная вами на одном из всесоюзных фестивалей. Музыка. Музыка, да, это действительно, я эту песню пою с 1984 года. Представляете, сколько лет? И каждый раз я выхожу, каждый раз в этой музыке, в этих словах я нахожу что-то новое, что-то вот сегодняшнее, свое отношение. Я сегодня эту песню посвятил Милауше Галиевне, потому что думал я о ней. Вот эта благодарность моя была. Вот она была проникнута искренностью, глубоким уважением. Вот это, я думаю, что зрители сегодня и слушатели сегодня почувствовали. И прослезились. Ну, это же здорово. Катарсис, когда происходит, да, ощущение. Это самое... По сути дела, то, что вот произошло сегодня, да, ради этого стоит жить, ради этого мы и живем. Миляуша Галиевна Муртазина поистине легендарная личность, чье 95-летие должно было быть отмечено с подобающим размахом, как ее учениками, среди которых ведущие солисты отечественной и европейской оперной сцены, так и всей культурной, творческой, музыкальной общественностью Башкортостана, России. А учитывая, что среди ее прославленных учеников певцы с мировым именем, то праздник в честь основателя одной из сильнейших вокальных школ страны приобрел более широкий смысл и особую значимость. Миляуша Галиевна. Добрый вечер, Миляуша Галиевна. Мы все. Вы меня слышите? Да. Вас слышит весь зал. Поздравляю. Извините,